Сандык открылся в Киеве. В арт-салоне работы известных крымско-татарских мастеров Айдера Абибуллы, Рустема Скибина, Гульнары Негляденко. Все оформлено в национальном народном стиле. Фески, украшения, ковры и сувениры – все в национальном стиле. В центре Киева открылся арт-салон «Сандык», что в переводе «сундук». Шапочки с национальной символикой крымско-татарской, растительные орнаменты, такие, для мужчин больше. Хоран хапа, то есть это футляр для хранения Корана, очень уникальная вышивка. Очень трудоемкая работа. Здесь эксклюзивные работы 20 известных крымско-татарских мастеров. Часть из них во время аннексии переехали в Киев, остальные остаются в оккупированном Крыму. Больше нужно для Украины и для киевлян, потому что ни о татарах крымских, ни об их культуре практически ничего в Украине не известно. Панно, то, что у нас изготавливались, по типу азиатских, сюзанне похоже. То есть это практически никому не известно. Художник Рустем Скибин известен керамикой, но в этом арт-центре самой важной работой называют панно. Делал его для своего дома в Крыму, сейчас перевез в Киев. Работа побывала на многих выставках. В арт-салоне она не продается, а выставлена как символ благополучия. Главный месседж в этой композиции – это семейное древо. Это программа жизни. Кипарис как глава семьи мужчина, треугольник и основа в виде такой чаши – это наш дом с землей, то, где мы строим, где мы развиваемся. Плоды – это богатство, которое мы желаем. Арт-салон создан при поддержке творческой студии «Эльчебир». Помогали и киевские друзья, говорит Рустем. Этот центр – это такой, наверное, маленький шаг к тому, чтобы мы сохранились как народ, чтобы сохранилась наша культура. То есть это самоидентификация. Уже с августа месяца начнутся мастер-классы и кофейные церемонии. Эльвина Седулаева, Олег Азыкин, Заман, АТР.